Зульфат, после того, как ты закончил Казанское театральное училище, ты отправился покорять Москву. И, кстати, покорил, достойно закончил. И вот вопрос. Во-первых, почему ты все-таки не попробовал свои силы в Москве? И когда вернулся, почему выбрал именно театр Тинчурина? Честно, 2 года я действительно грезил Москвой, пока учился там. Но на 3-м курсе у меня как-то пришло прозрение, что ли, не знаю. Я, попробовав и в Москве, в театре свои силы, поняв то, что все театры переполнены. И лучше Родины ничего нет. Да. Я прямиком, даже не раздумывая, я приехал прямиком к Рашмугалей. Здравствуйте! В эфире новый выпуск программы «Секреты татарской кухни». Сегодня с нами готовит актер Тинчуринского театра. Встречаем Зульфат Закиров! Зульфат, приветствую. Давно мне не приходили с цветами на студию. Да, действительно, это цветы, но я покажу. Цветы самые полезные. То, что надо, я бы сказал. Матрушкаляр. Зульфат, большое спасибо. Действительно, я очень люблю чай с душицей. Тем более, когда к этому чаю подают пирог. Это морковный пирог. Готовила моя жена, мама жены. Под твоим руководством? Под моим руководством. Зульфат Закиров, актер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Родился в 1989 году в Казани. В 2008 году окончил Казанское театральное училище, а в 2012 Российский университет театрального искусства ГИТИС. В театре Тинчурина с 2012 года. За это время им сыграно множество ролей, такие как Горацио в спектакле «Гамлет» сцены, Надир Магдум в «Угасших звездах», Людвиг Керн в спектакле «Все мы люди», Даули Байталов в последней пьесе, Бурхан Хузин в «Скрытых следах» и многие другие. Работу в театре Зульфат Закиров совмещает с преподавательской деятельностью в Казанском театральном училище, а также снимается в кино. Большое спасибо. Обязательно в конце программы попробуем, заварим душицу, попробуем пирог. Я так понимаю, готовить мы больше не будем сегодня? Нет, будет множество сюрпризов. Это будет салат пикантный и будет токмаш с нашей любимой курочкой под грибным соусом. Итак, Зульфат, мы начинаем с первого блюда токмаш, да? Да. С чего? Для этого нам понадобится лучок. Который нам будет мелко порезать. Да. Это мое самое любимое занятие на кухне. А я параллельно буду резать грибы. То есть все это понадобится для этого блюда? Да. Потом мы уже добавим курочку, обжарим и все это зальем сливками. Итак, со слова «Бисмилля ар-Рахман ар-Рахим» начинаем. Бисмилля ар-Рахман ар-Рахим. Зульфат, ну и мой любимый вопрос, вопрос, на который, кстати, не все отвечают довольно красочно, потому что не все умеют или находят время для того, чтобы готовить. Твоя ситуация? Поскольку я артист, также педагог, времени бывает очень мало. Бывает, что я готовлю дома. Не скрою, это очень редко. В основном дома готовит жена, потому что она действительно вкусно готовит. Либо если у нас дома нам лень что-то готовить, мы просто едем к маме. Ага. Самый лучший вариант. Самый лучший вариант. Поехать к маме. Да. И там вместе что-то приготовим совместно. Такая шутка была. Моя, говорит, жена превосходно готовит, но я, говорит, всегда ем у мамы. Хорошо. А блюда из татарской кухни, какие ты любишь? Это, конечно же, манты. Также, куда уж без картошечки. То есть все блюда, где есть картошка? Да. Да. Слушай, ну вот ты такие вот сытные, настоящие татарские традиционные назвал блюда, да, а если посмотреть на тебя, ведь как будто, я не знаю, кроме овощного салата ничего и не подают Зульфату. Ну, по своему роду, наверное, поскольку я очень много двигаюсь, я постоянно в движении, в процессе. То есть на тебе это не отражается? На мне это не отражается, да. Следующий мой вопрос. Скажи нам, пожалуйста, раскрой секрет. Во сколько Зульфат Закиров впервые понял, что он будет профессиональным актером? Это, наверное, было после премьеры «Гульшаян». То есть это уже во время учебы? Это во время учебы, да, потому что хоть у меня и папа проработал 15 лет в театре Галярская Аркамала как главный администратор, сейчас он работает в Казанском театральном училище, тоже как администратор. Я, будучи еще ребенком, бегал по этому театру и
Ну, я не задумывался. А когда я поступал в Казанское театральное училище, папа... Но это была просьба отца или нет? Нет. Это лично было? Нет, папа был вообще против того, чтобы я поступал на актерское, на актерское мастерство, потому что он сразу сказал: «Бұл тұрмыш міне, артист, бұл үйде болмай постоянно гастрольда, семья Мало времени на көрмей». семью. Да. В итоге я все-таки переборол его, назовем это так. Но на втором курсе, как сейчас помню, это было 10 октября, Рашид Магалевич Загидуллин взял меня на свою постановку «Гульшаян» по пьесе Мирсея Амира. Я там сыграл роль Ибекея, премьера была 10 декабря, и вот придя на эту премьеру, папа понял, то, что действительно Сын не ошибся с выбором профессии. профессии, да. Так, сейчас мы добавляем маслица и обжарю лук. Да, ну, поскольку у нас уже в казане вода вскипела, Да, кстати. мы тоже туда можем чуть-чуть добавить маслица. Растительного. Да. Только по итальянской технологии. Да. И можем уже закидывать наши Так, давай токмач наш. токмаш. Не ломая, аккуратненько. То есть- Да, да, да. Целиком. И они Целиком. заставляем так, они потихоньку будут спускаться. Да. Кстати, ты уже сказал, что у тебя отец много-много лет проработал в театре и работает до сих пор, да? То есть В училище. всегда связан с театром, Да. можно сказать. Кто-то у тебя еще вот из родственников, мама или там, не знаю, какое поколение, кто-то уже был тесно связан с театром? Нет, нет. Мама у меня медик, жена у меня тоже медик. Все простые люди, служащие на государство. Назовем это так. Да. И только один Зульфет служит на благо культурной жизни Татарстана. Да. Но мама вот, кстати, поддержала вообще твое стремление быть артистом? И родственники? Мама поддержала, мама не была против. Раз это твой выбор, конечно, давай вперед. И я же после 9 класса хотел сначала поступить в музыкальное училище по классу вокал. Но на тот период у меня ломался голос, и фониатор сказал то, что желательно в течение 1,5 лет не петь. Дорогие друзья, нам неимоверно повезло, потому что этот период уже прошел. Прошел. И Зульфат Закиров может нам на нашей кухне что-то и спеть. Да, можно спеть со спектакля «Сүнгәнен дузлар», арию Махдума, сервер будете вы. Потому Я готов. песню буду Где мои цветы? Так, пожалуйста. Һәр сәхәр вакытында төшемдә күрәм, һәр сәхәр вакытында төшемдә күрәм. Мин сезне сәрвәр җан сөям. Мин сезне сәрвәр җан сөям. Бик рәхмәт. Да, друзья, актеры еще и поют. Как-то вообще наличие голоса помогает в театре продвигаться, так скажем? Да, конечно, поскольку я учился у моего режиссера, это мой первый куратор, это мой первый папа по профессии, Рашид Магалевич Загидуллин, он изначально при поступлении нам, студентам, говорил то, что артист должен быть разносторонним. Он должен уметь и петь, он должен уметь и играть на инструментах, желательно на всех, не только на нервах. Да. Вот. И я эти слова запомнил, и поскольку я сейчас сам являюсь педагогом, то же самое я это прививаю своим студентам. Хорошо, вот ты сказал, кстати, Зульфат, про инструменты. Подожди, ты и актер, педагог, режиссер, можно сказать, певец, и еще и на инструментах играешь. Да. Играю на баяне, на гитаре, на фортепиано, на курае, чуть-чуть играю на домбре, на балалайке, потому что струнные они одинаковые, лад знаю. Наверное, лучше, сказать, на чем я не играю, это на Нет, органе. наверное, лучше сыграть. Как говорится, ведь чем 1000 слов, одна песня, ведь она на самом деле будет актуальна в нашей программе для вас. На чем, кстати, сыграем? На баяне.
Зульфат, посмотри, пожалуйста, лучок у нас готов. Лучок готов. Самое время отправлять грибочки. Грибочки, да? Да. Так. Ну, вроде бы, кстати, вот с грибами кажется, что много, да, но они же ужариваются очень сильно. Конечно. Давай, добавляй. Так, можно еще. Пока мы не солим, не перчим. Пока нет, чуть позже. Ну, а я пока перехожу к курочке. К основному ингредиенту нашего токмача. Да. Зульфат, после того, как ты закончил Казанское театральное училище, Ага. ты отправился покорять Москву. Москву. И, кстати, покорил, достойно закончил. И вот вопрос. Во-первых, почему ты все-таки не попробовал свои силы в Москве? И когда вернулся, почему выбрал именно театр Тинчурина? Ведь папа мог договориться в театре Камала. Ну, на тот момент папа уже не работал в театре Камала. Но ведь договориться можно всегда. В принципе, да, но Москва открыла мне глаза на театр с другой стороны, и московская школа дала, как бы, я не скажу, что она дала что-то сверхъестественное, потому что уже Рашид Мулгалеевич заложил в меня много что нужного для артиста, привил любовь к работе. Честно, 2 года я действительно грезил Москвой, пока учился там, но на 3-м курсе у меня как-то пришло прозрение, что ли, не знаю. Я, попробовав и в Москве в театре свои силы, поняв то, что все театры переполнены, И лучше Родины ничего нет. да, я прямиком, даже не раздумывая, я приехал прямиком к Рашиду Мулгалеевичу. С Рашидом Мулгалеевичем мы так плодотворно пообщались. Он, конечно, сказал, конечно, приезжай, Ждем. ждем. Ну, и я после окончания, получив диплом, самый на Вернулся? ближайший поезд, Казань-Москва, со всеми вещами обратно на родину. Пора. Курочка готова? Курочка готова, добавляем грибочек. Грибочком. То есть отдельно не обжарим, все вместе. Все вместе. Так. Пожалуйста. Так, пока перемешиваем, да, и обжариваем. Зульфат, скажи, пожалуйста, вот после того, как ты переехал из Москвы опять в Казань, начал работать Тинчурина, как вот принимает труппа вообще новых актеров? О внутренней кухне театра расскажи нам. Труппа меня уже знала на тот момент, потому что в 2005 году я выпустил премьеру. По роду деятельности некоторые артисты знают моего отца. После приезда мы уже сразу сели за спектакль «Юсуф и Зулейха». Рашид Мулгалеевич мне уже там дал роль. То есть тебе уже сразу и роль дали? Да, ну это, наверное, плюс быть студентом главного режиссера. И действительно, это большой плюс, потому что также... Но и при этом ведь это большая ответственность. Конечно. Оправдать доверие. Да. И плюс, наверное, нашего театра в чем? Рашид Мулгалеевич из нас лепит разных характеров, разных людей, разных персонажей, назовем это так. Потому что мы не однотипны, благодаря То есть режиссеру. Нет такого, что, например, у тебя только роли Амплуа. Да. определенного плана, то есть... Такого нет. В нашем театре такого нет, потому что сегодня мы такие, завтра другие, и Рашид Мулгалеевич действительно экспериментирует, и этот эксперимент нравится нам, мне. Хорошо, а вот еще один вопрос. Мы сегодня уже назвали тебя режиссером. Ну, Как тебе в этой ипостаси? эту ипостась я потихоньку только осваиваю, назовем это так. Во время учебы в Москве я тоже пробовал, ставил, даже что-то вышло на дипломный спектакль. Хоть я закончил режиссерско-актерский, но факультет у меня был режиссерский. Мастер Леонид Ефимович Хейфиц. Приехав сюда, конечно, я пока не рискую что-то ставить, но также благодаря Рашиду Мулгалеевичу, Рашид Мулгалеевич предложил попробовать свои силы, но это все равно получилась работа вместе с главным режиссером, и мы вместе поставили детскую сказку «Такие от Китаба». А сегодня мы вместе с Зульфатом ставим кулинарную сказку. Да. Да, я в роли помощника режиссера, естественно. Как режиссер, скажи, что делаем Так, дальше? курочка у нас уже готова. Да. Нужно посолить. Так, давай посолим. Перчить будем? Ну, по вкусу. Чуть-чуть перчика лично от меня. Чуть-чуть, да. Все или есть секрет в этом блюде? Ну, секрет, наверное, заключается в сливках. То есть мы добавляем сливки. Вот, мешаем. Ну и поехали сливочки. Аппетитно и красиво, я бы сказал. Да. Сейчас мы это все немного потомим,
Вы посмотрите рекламу, и потом мы вновь увидимся на канале ТНВ. Токмач с куриной грудкой под сливочным соусом. Репчатый лук и грибы обжарили на растительном масле. Далее добавили нарезанную на небольшие ломтики куриную грудку. Когда вся влага испарилась, блюдо приправили солью и перцем, залили сливками и томили еще 10-15 минут. На гарнир отварили лапшу в подсоленной воде с добавлением небольшого количества растительного масла. Это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем сегодня готовить вместе с актером театра Тинчурина Зульфатом Закировым. В первой части нашей программы мы уже приготовили токмач с соусом из грибов, сливок, курицы, лука. В общем, обещает быть вкусным. Да. Сейчас оно еще немного дотомится. Ну, а сейчас мне обещали салат. Салат пикантный, легкий, быстрый. Начнем с курочки. Так? Половинка вам. То есть каждый сам себе делает, да? Да. Как режем? Мелко-мелко? Тоже режем соломкой. Хорошо, мы сегодня, конечно же, говорим о театре Тинчурина. И хотел бы спросить, вот этот сезон, который уже начался, идет полным ходом, насколько загружен для тебя? Есть ли любимые роли? Хотя, говорят, актеры любимых ролей не бывает. Да. Расскажи, пожалуйста. 84-й сезон уже богатый, но я не скажу, что прям намного, потому что пока только 3 премьеры вышло. Ждем еще впереди. То есть что-то еще интересного Что-то будет, будет в любом нового. случае, да. В этом году мы выпустили масштабный спектакль «Сонгла Сер», последняя пьеса. Который, кстати, я с удовольствием посетил и был очень доволен. Спасибо всем актерам. Спасибо. Это действительно грандиозная постановка нашего театра. И мне кажется, даже не то, что кажется, я уверен, что это одна из крутых работ нашего театра. После «Сонгла Сер» вышла премьера «Яшерин Зиляр. Скрытые следы» по Хайвахиту. После, вот, буквально недавно, 5 января, на новогодние праздники, Рашид Мугалич поставил комедию «Буф» Гульшаян, Мерсия Мир. Так, курочка у нас готова. Закладываем первым слоем. То есть это салат порционный, каждый делает сам для себя, да? Так, Первый слой курочка. первый слой курочка. Далее? Далее огурчики. А, еще и огурчики идут? Да. Режем кольцами и потом также соломочкой. В последнем премьерном спектакле, вот 5 января, какая роль у тебя? Комедия. Гульшаянда я Да, не да. занят. Я не занят, не занят? не занят. То есть ты, наоборот, с удовольствием посидел в зале, посмотрел? Да, я с удовольствием посидел, отдохнул. Кстати, нет такого желания внутри? Эх, а почему меня то не пригласили? Возникает. Возникает. Не скрою, возникает. И бывает такой момент, что а я бы вот так попробовал сделать этот образ, либо еще что-то. Все равно это возникает. Вот. Что касаемо вообще театра, как таковых любимых ролей, они все любимые. Но самая незабываемая роль, самая сложная роль — это Славомир Мрожик, Кароль. Это комедия абсурда, это действительно было нелегко, это 4 месяца работы. Я, наверное, для себя много что открыл в плане и актерского мастерства. Я понял то, что артист, тем более в комедии такого жанра, абсурда, должен быть в онлайн-режиме все время, находясь на сцене. Это вот одна из таких для меня была сложных работ. С которой ты, как всегда, справился на отлично. Тьфу-тьфу-тьфу, получилось. Аллах ашикр. Аллах ашикр, да. Так, первый слой курицы, второй огурчики, третий чернослив. Да. И? И грецкий орех, его тоже надо будет... Так, ну мы можем измельчить. Измельчить его Можно надо. блендером, да? Так, ну и пока осталось время, а хочется уже попробовать. Да, всё. да. Про преподавательскую деятельность расскажи нам. Если нехватка времени, ты говоришь, занятость максимальная. И актер, и режиссер, а еще успеваешь делиться опытом. Ну, после окончания Москвы я сразу же решил попробовать. И то благодаря Рашиду Мугаличу, потому что он сказал то, что... Ну, а смысл, то, что ты будешь просто как артист. Давай, делись опытом со своими будущими студентами. И я начал преподавать вместе с Резидой Ириковной. В 2016 году мы выпустили свой первый курс, сейчас набрали очередной, они на 2-м курсе. Плюс, помимо этого, работаю и на других творческих мастерских. Хорошо, откуда берешь вдохновение? Вот последний вопрос. Книги. То есть занимаешься максимальным чтением книг? Да. Вот, друзья. А я беру вдохновение
от вкусных рецептов, которые готовим вместе с нашими гостями. И уверен, сегодня это вдохновение ко мне тоже придет. Салат у нас готов? Так, салатик у нас готов. Заправляем его. Сметаной. Да. Перемешиваем или сверху заливаем? Сверху, Вот буквально. Да. Вот, и еще одну ложечку. Ну, Салат и- готов, такмач уже готов. Ага. Накрываем стол и пробуем. Салат пикантный. Все ингредиенты нарезали соломкой и выложили слоями. Сначала куриная грудка, огурцы и затем чернослив. Сверху посыпали измельченным грецким орехом и полили сметаной. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. И, конечно же, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Ты, кстати, подписан на наш канал на YouTube? Конечно. Тогда можно пробовать. Итак, попробуем сначала основное блюдо. Токмаш по оригинальному рецепту Закирова. Здесь главное, чтобы попал и токмаш на вилочку, да? И кусочек курочки, и грибочки. Грибочек. Я постараюсь сейчас все это сделать одновременно. Ты зря убрал вилку. По условиям программы ты тоже должен попробовать то, что приготовил. да? Конечно. Так, господа. И вновь очередная режиссерская постановка, на сей раз кулинарная. Зульфата Закирова закончилась бурными аплодисментами. Но салатик же тоже хочется Конечно, попробовать, конечно, который тоже. мы еще сверху посыпали кунжутиком. Да. Ребят, я признаюсь, такой салат я как-то пробовал в гостях. И что самое интересное, что и там, и тут он был вкусный. Спасибо. Рахмат. Ну а сейчас морковный пирог, татарский чай Конечно. с душицей. Как зовут супругу? Айгуль. Айгуль. Очень вкусно. Бекзур Ахмед. За эти секунды я попробовал 3 блюда, и все они достойны только одного слова. Браво. Рахмат. Зульфат, на этом наша театральная постановка подходит к концу. Зрители довольны, помощник режиссера доволен, режиссер тем более доволен. Большое спасибо тебе, успехов и удачи. Бекзур Рахмат. Зульфат Закиров! Бекзур Ахмед. А мы с вами увидимся, как всегда, на канале ТНВ. Смотрите нас и готовьте вместе с нами. Сау болуңуз, достар. Пока-пока. Doktor hanı başları, yük temli hem faydalı.